телепроекта «Сказка Бэйби» – магазин для мам и малышей. Сказка – это новая жизнь. Сказка – это любовь. Сказка – это счастье. Сказка – это забота о мамах и малышах. Магазин «Сказка Бэйби», Лермонтова, 49. Всем привет, меня зовут Вика Андреева, и вы смотрите шоу для современных родителей «Мы справимся». За последние 10 лет количество женщин, которые решились родить после 40, увеличилось вдвое. И хотя многие из нас находятся на пике своей физической формы именно в этом возрасте, роды после 40 таят в себе немало подводных камней. Поговорим на эту тему? Сегодня в выпуске «Роды после 40». О своих переживаниях и радостях расскажет мама-психолог Инна Слепцова, которая родила своего первенца в 40 лет. Сказали, вы 50% успеха шанс. Нам повезло. Елизавета Яковлева, акушер-гинеколог, считает, что можно и в 50. Конечно. Рожать спокойно. Но нужно здоровье для этого, да? Здоровье и желание женщины. В 45 мамочка опять. Ирина Винокурова ломает страхи и стереотипы. У меня все хорошо, улыбочка, и дальше едем. И ничего, вот приезжала, рожала, нормально все вот. Что думают молодые мамы о родах после 40? После 40 можно? Да, я бы, наверное, родила. Я-то готов, да. Не знаю, как Бог даст. После 40, наверное, надо отдыхать. Больше против, нежели за. Это почему нет? Пенсионный возраст же сдвинули, да? Поэтому я только за. Без него как без рук. Выбираем самую нужную вещь – коляску в рубрике «Сказка для малышей». Ну, какова все-таки красота, а? Какова? Лайфхак от мамы. Для целостной картины мы добавили арку. Ева Лонгория, Моника Беллуччи, Николь Кидман, Холли Берри – все они стали мамами после 40. Родить первенца на 4-м десятке на Западе – обычное дело. У нас же в России и в странах бывшего СНГ к такому решению женщины общество относится неоднозначно. Пока сейчас в головах слишком много страха. А как вы относитесь к родам после 40? О родах после 40, ну, в принципе, сейчас в наш век, когда женщины очень много уделяют внимания своему здоровью, то и после 40 материнство возможно. Вообще возрастные рамки сейчас, они очень такие условные. У меня к этому определенный такой, скорее всего, это связано с тем, что я по специальности акушерка, да? То есть я видела эти роды, то есть как это может на здоровье повлиять женщины. И поэтому всегда была, как бы сказать, больше против, нежели за. Если, допустим, женщина физически хорошо подготовленная к этому, психологически также, то, конечно, можно. Я считаю, что нужно проверить свое здоровье в первую очередь обязательно. И подготовиться очень хорошо к этому, и тогда посоветоваться с врачами, и тогда можно. Если это первый ребенок, то однозначно да. Вообще в любом случае надо пробовать, пытаться. И если там это уже 3-й или 4-й, то я бы подумала, конечно. Если это, например, осмысленное решение женщины, которая не вышла замуж, например, да, и захотелось для себя ребенка, после 40, пожалуйста, конечно, да, можно. Если здоровье позволяет. Если ребенок приходит, он же приходит, нас не спрашивает, поэтому не буду ничего говорить, зарекаться, но хорошо, это почему нет? Вообще не важно, 40 ей, 8, 30 ей 2. Захотела и замечательно. Если еще и семья поддерживает, вообще прекрасно. Эко, не эко, не суть. Главное, чтобы
счастье было и все хорошо. Раньше, если казалось, что в 30 лет ты уже старородка, то сейчас, конечно, 40 лет — это прекрасный возраст, и почему бы не родить ребенка, когда есть силы, здоровье и так далее. Поэтому я только за. Я хочу отстреляться, пока маленький будет, и чтобы родить сразу, и воспитать, и все, чтобы было легче. К поздним, ну не знаю, как Бог даст, но пока не планирую. Не знаю, я думаю, после 40, наверное, надо отдыхать уже и как бы жить для себя, поэтому, наверное, надо как бы до 30 лет успевать сделать, поставить детей на ноги. После 40 готова. Если получится, да, то да. Я-то готов, да. Ну, как Маша там решит, не знаю, посмотрим. Если у меня будет прям стопроцентное здоровье у моего мужа, а такое будет, да, я бы, наверное, родила после 40. У меня вообще такой план, что вот я рожу еще, там, не знаю, до 33, наверное, второго ребенка. Все, после 40 я буду принадлежать только себе, буду путешествовать. Ну, как бы в пеленках, в подгузниках после 40 я сидеть точно не хочу. Желание каждый сам для себя решает. Для меня 3 детей достаточно, но я вот не могу сказать, может, я в 42 или в 45 захочу еще. Время покажет. Наша первая гостья впервые стала мамой после 40 лет. Роды прошли более чем благополучно. Это как раз та самая поддерживающая история, которую всем нам надо услышать. Инна Ивановна Слепцова – учитель-дефектолог. По образованию психолог. Считает, что дети, которые родились у пары после 40, получают больше внимания и заботы. Инна Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы сегодня у нас в гостях. Это Данилушка, да? Это Данил. Данил, привет. Привет. Привет, Тарин. Здорово. Это ваш первенец? Да, это наш первенец. Расскажите, пожалуйста, о том, как протекала беременность. Как протекала беременность? Да. Почему так поздно родила? Я в 40 лет вышла замуж. В 41 вот у нас родился наш первенец. Надеюсь, еще будут дети. Да. Беременность, в принципе, протекала нормально. Ну, я так думаю. Я дефектолог по образованию. В принципе, я боялась, что будут повышенное давление, вот эти все эклампсии, все такое. Слава богу, с соблюдением всех мер предосторожности, диета соблюдать, 9-й стол и так далее. В принципе, осложнений особо не было. Единственное, поставили ГСД, гестационный сахарный диабет беременных. Есть, оказывается, такая штука опасная. А сами роды как протекали? Кесарево сечение, потому что я выбрала такой путь, потому что сказали, есть нетугое витие пуповины около шеи, поэтому я сказала, нет, рисковать не будем, давайте решите меня, сказала. Но все прошло благополучно. Как вы восстановились? Мы рожали в Москве, нас отсюда отправили, потому что сказали, что внутриутробно у него выявили порог сердца. И с таким страхом мы полетели в Москву в животике с мамой. Там все благополучно разрешилось. И мы без операции вернулись домой. Сказали, вы 50% успеха, шанса. Нам повезло. Как хорошо. И порог сердца сняли, вот в годик сняли. Данилушка абсолютно здоровый. Сейчас здоровый, да. А сейчас сколько вам? Ему 1 год и 9. Это счастье. Так, а в нашем обществе неоднозначно относятся к женщинам, которые после 40 решили родить ребенка. Как вы считаете, какие есть страхи в головах у людей? Ну, это, наверное, скорее всего, пережиток прошлого, потому что лично я со своей беременностью, в принципе, особо такого я не встретила. Ну, возможно, это были чуть-чуть пораньше по времени. Вот, допустим, мы в Москве рожали, там девочка Слепцова меня называет. Да. Никак не по имени, ни женщина, ни и так далее, тем более таких страшных слов. Но это был федеральный перинатальный центр, может, там уже отношение какое-то. Там все девочки. Да? Там все девочки, там и 50-летние, и старше, по-моему. В общем, я там была
сама среди своих и особо такой разницы не почувствовала. Вы сказали, там были 50-летние разницы? Да. Серьезно? Да. Старше Все вас, да? беременные, все старше. Ну, там, не знаю, может быть, все с тяжелыми случаями переезжали в Москву, но очень молодых девушек я там не видела. Все были среднего возраста. А правда, что женщины уже по-другому после 40 взаимодействуют с ребенком, поскольку это осознанный шаг? Как психологи говорят, есть же сказки, русские сказки. Да. Там везде написано: жили-были дед да баба, и была у них внучка, да? Это по психологическому анализу, это не потому, что они старые дед и баба, это потому, что они зрелые. Мудрые. Мудрые, осознанное родительство. Ну вот у меня, допустим, есть родственники, у которых первый ребенок 20, второй в 40, и они говорят, что второй малыш гораздо как бы больше заботы, больше заботы, больше внимания, больше ответственности. А говорю, 20 лет, когда рожали, это говорит как в тумане все, да. И воспринимают уже своих деток, ну, первых деток, как младших братьев и сестер. Как вы проводите время с малышом? Играем, мультики смотрим, все время рядом с мамой, мамин хвостик, потом папа с работы приходит. Все умеет, в принципе, по календарю, по возрасту. Части тела, пытается уже соединять фразы. Ну, в 2 годика должна включиться фраза. Я надеюсь, тому времени, у нас еще 3 месяца впереди, но он уже соединяет 2 слова. Очень важно, когда ребенок рождается, первые минуты жизни, шкала Апгар. Что это значит? Шкала Апгар – это оценка ребенка на момент родов, оценивают ребенка. Это вот рефлекс, крик, чем громче кричит, тем здоровее, цвет кожи. Ну, розовый значит 2 балла, да? Это вот белый, то есть синюшный и так далее, это уже меньше балл, 0. И, в общем, если по всем параметрам, по всем 5 параметрам ребенок набирает по 2 балла, это 10, это самый высокий показатель. Поэтому чем Апгар выше, 8, вот у нашего сына 8-9 баллов, в принципе, это все, ну, значит, высокие баллы. Это высокий балл, да. Я как дефектолог могу сказать, что, в принципе, проблем с обучением в школе не должно быть. Потому что чем ниже Апгар, тем группа риска, потому что ребенок будет испытывать затруднения в обучении. Вот на этот Апгар можно еще ориентироваться. Да, на Апгар надо ориентироваться. Если средний Апгар, то не надо отчаиваться, надо ходить к невропатологу на осмотр и на консультации к психологам, к дефектологам, на коррекционно-развивающие занятия. А в вашей практике было, что был такой, ну, ниже среднего Апгар, а потом уже ребенок раскрылся, то есть Да, все зависит от родителей, потому что когда мы начинаем раннюю помощь с родителями, когда они не застревают на фазах кризиса и начинают вовремя работать с детьми своими, то можно избежать и задержки психического развития, и различных отставаний в развитии, в принципе. Если, ну, таких выраженных физиологических... То есть от возраста не зависит мамы, вот от возраста мамы? Нет, я думаю, не зависит. А что вы посоветуете тем женщинам, которые решились на первенца после 40 и которых мучают вопросами: когда же ты родишь? Не надо бояться, я думаю. Нужно просто следовать всем инструкциям врачей, да? Соблюдать диету, 9-й стол. Я почему все время про диету говорю? Потому что когда женщина во время беременности неправильно питается, тогда наступают отеки. И тогда и давление повышается, и сахар поднимается, и все всякие вредности, в общем, все тогда начинается. А если соблюдать все предписания врачей, все эти инструкции, все будет хорошо? Да, мне кажется, сейчас в наше время бояться не стоит, потому что и медикаментозные вмешательства хорошие, и сопровождают. Вот если надо, их в Москву отправят. В общем, мне кажется, бояться нечего девушкам. Это очень приятно слышать. Спасибо вам большое.
По данным Всемирной организации здравоохранения, возраст от 20 до 45 лет считается молодостью. И действительно, женщины во всем мире, которые занимаются своим здоровьем, внешне совсем не отличаются от своих более молодых подруг. Плюс к 40 годам женщина наконец обретает финансовую независимость, карьерные амбиции удовлетворены, и, казалось бы, вот он, идеальный возраст для появления ребенка. Но не все так просто. Поговорим о рисках беременности после 40 с опытным гинекологом. Елизавета Яновна Яковлева – акушер-гинеколог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог со стажем более 38 лет. Отличник здравоохранения России и заслуженный врач Якутии. Елизавета Яновна, здравствуйте. Большое спасибо, что уделили нам время и пришли к нам в гости. Да, и такой вопрос. А правда ли, что сейчас в медицине возможно то, что раньше, еще лет 10 назад, было показанием к прерыванию беременности? Например, женщина с такими диагнозами, как диабет или порок сердца, может выносить и родить здорового ребенка? Конечно, сейчас в последнее время у нас медицина очень, достигается очень много в медицине, да. Но и раньше порок сердца, тяжелый порок сердца, конечно, было противопоказаний было очень много, но на сегодняшний день, в зависимости от того, что как порок сердца вылечила женщина или нет, да, там есть свои показания, противопоказания, конечно, да, по экстранигальным заболеваниям. Сахарный диабет на сегодня уже победим полностью, да. Сейчас очень хорошая коррекция сахарного диабета у молодых женщин идет, да, поэтому сейчас противопоказаний по сахарному диабету почти нет. Да. То есть даже если женщина в возрасте после 40? Ну, после 40 лет. Вообще репродуктивный возраст по ВОЗу до 49 лет. Можно? Конечно. Рожать спокойно. Но нужно здоровье для этого, да? Здоровье и желание женщины. Вот по здоровью мы можем потом поговорить, да? Я лично, как врач-акушер-гинеколог с большим стажем, да, считаю, что рождение детей должно быть вовремя. То есть самый хороший возраст для рождения детей – это от 18 до 35 лет. Да, это вот у нас когда относительно свое здоровье есть, да, и когда мы можем родить здоровых детей. То есть, и после 40 можно родить здорового? Конечно, да. Если женщина здоровая и желание есть, да, здоровье имеется в виду это отсутствие экстрагенитальных тяжелых заболеваний и запас, чтобы яичник хорошо работал. Вот. Конечно. Авариальный запас. Да, чтобы был авариальный резерв хороший. А с возрастом он неуклонно снижается? Конечно. После 35 лет вообще у каждой женщины идет снижение функции яичника. Вот. А после 40 лет, конечно, это у многих женщин, особенно вот северных женщин у нас, да, бывает критически низкий. За счет этого, конечно, у нас бывают проблемы с зачатием ребенка. А много к вам приходит женщин после 40, которые решились на первого ребенка? Ну, я бы не сказала, что их так много, да, но есть. Но подходят в основном женщины, у которых детей нету совсем, да, до 40 лет. К сожалению, они вовремя замуж не вышли, и поэтому они не смогли этого сделать, да, поэтому вот решаются они после 40 лет. Конечно, они есть. Много незамужних женщин, которые решаются, да, на такой шаг, и, к сожалению, у 50% почти бывает сниженный авариальный резерв. Вот. А как вы это добиваетесь успешных попыток? Ну, сегодня наука же идет вперед, поэтому вспомогательные репродуктивные технологии есть, да, так существует. Это ЭКО, 40-парное оплодотворение, да, и их несколько видов есть, да, у нас. Это ЭКО-ИКСИ, когда мужской фактор бесплодия идет, есть донорская, донация ацетов называется, да, тоже один вид ВРТ. То есть это чужая клетка, донорская клетка, когда у женщины сниженный авариальный резерв, и он, грубо говоря, покупает эти донорские клетки, ацеты, яйцеклетки. То есть. Вот, и можно, его оплодотворяется донорская сперма, и можно
иметь ребенка таким образом. Да. Ну, вот такой процедуре, конечно, подвергается тоже вот не так много, но и женщин. Что же нужно делать, чтобы родить здорового ребенка после 40? Но это самое главное, с молодости сохранить свое здоровье. Самое главное – это репродуктивное здоровье. Не только вот соматическое свое здоровье, да, но и репродуктивное здоровье. Да. Это чтобы не было никаких воспалительных заболеваний. А как воспаление, мы знаем, это что в основном это из-за инфекций, передающихся половым путем. Это заболевание у нас бывает. Да. Потом много гинекологических заболеваний у нас встречается тоже. Да. Вот это все профилактировать с молоду. Вот. Потом у нас есть, слышали, наверное, есть такой термин планирования беременности. До беременности женщина должна проверить, мужчина и женщина должны проверить свое здоровье. Да? Найти какие-нибудь заболевания, нехватка витаминов, там, да, анемия очень часто бывает. Да, конечно, у нас дефицит витамина D сейчас кругом, ну, сплошь 100% почти идет. Елизавета Яновна, а можно ли с помощью ЭКО исключить некоторые заболевания у будущего можно, ребенка? Да, есть, как это? Есть такая процедура, когда есть наследственное заболевание у пары, да, можно сделать предгравидарная диагностика, есть такая называемая, это генетическое обследование, да, а цитоплазмовый эмбрион берется, да, оттуда и клетка берется и обследуется на эти все заболевания. Вот несколько ацетов, но программа ЭКО всегда много яйцеклеток мы берем, да, все они оплодотворяются, и вот эмбрион, а потом оплодотворенная яйцеклетка называется эмбрионом, да, вот эмбрион берется и все обследуется, все эмбрионы обследуются на эти заболевания. На генетические? Да, генетические заболевания, которые передаются генетически, да, и подбирается вот здоровые эмбрионы, и они подсаживаются. А там 100% вот эти заболевания убираются? Конечно, ну вот они просто вот убираются, вот здоровые только эмбрионы. А какие генетические заболевания? Ну, их очень много. Ну, например, самые... Ну, Дауна, да, допустим. Например, да, Дауна, да, там очень много трисомии есть наследственная глухота даже. Очень много заболеваний есть. И можно их как раз конечно, избежать. их отсеять, только здоровых эмбрионов подобрать. И это все, потому что у эмбриона же есть уже 46 хромосом. И уже. Они все изучают. Конечно. А после 38 лет все женщины, которые решились на беременность, да, они должны пройти генетическую консультацию. У нас есть медико-генетический центр, медцентры, да, который полностью этим вопросом занимается. После 38 лет очень часто встречается болезнь Дауна. Это патология 21 хромосомы вообще, да, но сами знаете, на сегодня даунята рождаются, да, они, в принципе, это полноценные дети, это только, ну вот, как бы сказать... Такая особенность. Да, особенные дети просто. Они также развиваются, также они общаются, также они образование получают, да, все зависит от воспитания и любви. То есть родители осознанно делают шаг? Конечно, да. Вот это вот воспитывает этого ребенка, любит ее, да, как обычного ребенка, и все, никаких проблем не бывает, да. Вот. Потом те же вот глухота, зрение, если какие-то патологии. Ну, генетических заболеваний, кстати, очень много, да, на самом деле. Врожденный порог тяжелого сердца. И все это можно отсеять на этапе все, да, это все можно. Планирования. Да, потом еще вот у нас же еще во время беременности делается УЗИ-скрининг, да. Это первый скрининг где-то с 11 до 13 недель делается, и там вот именно несколько врожденных пороков тоже берется, ну, грубые, да, в основном. Потом 18-22 недели второй УЗИ-скрининг делается беременным женщинам, и там уже внутренние пороки развития обнаруживаются. И если что, вот дети, ну, можно эту беременность прервать, если женщина желает. Вот. Для этого все это делается на самом деле, да, чтобы, ну, отсеять тяжелобольных детей, ну, будущих детей. Но после 40 на вашей практике много здоровых детишек рождается. Конечно. Это вот если женщина планировала эту беременность, готовилась к этой беременности, да, все нормально бывает. Да? Конечно, это не у всех же эти вот заболевания встречаются. Это очень воодушевляет. Да. Спасибо огромное, Елизавета Яновна. А мы уходим на рекламу.
Очень полезная информация от нашего эксперта, но нужно время, чтобы уложить в голове всю информацию. Давайте отвлечемся и посмотрим лайфхак от мамы. Я Люция Ноева, добро пожаловать на мою кухню. Все, вырубай. Я Люция Ноева, добро пожаловать на мою кухню. Все мы любуемся красивыми картинками из интернета. Мы смотрим Pinterest, там YouTube, и везде красивые интерьеры. И мы порой думаем, что это очень сложно создать для наших условий, для нашего дома. Но мы сами не представляем, что мы тоже можем сами это сделать своими руками. Еще повесили наши красивые блюда. Осталось украсить и плинтусом. У меня разделенные кухня и столовая, и я хотела как-то разделить кухню и столовую, при этом не терять пространство. Например, здесь были бы распашные двери, и двери бы заняли слишком много площади. Я посмотрела картинки из интернета, и мне понравилась вот такая дверь, амбарная дверь называется. И мне очень нравится сама структура дерева, и мне хотелось, чтобы дома были натуральные материалы, чтобы ощущать тепло от самого дерева. После того, как пришла сама идея вот двери, мы решили ее воплотить с мужем, купили доски. Вот это полотно состоит из 2 досок, вот таких. Мы их скрепили клеем. Получилось одно большое полотно. Взяли вот такие досочки для декора, и у них еще функция держать вот эти доски, чтобы они не разъехались. И в целом мы очень довольны результатом. У нас получилась очень красивая дверь, как в картинках из интернета. Наша дверь закреплена кованой конструкцией. Она специальная для амбарных дверей. Мы ее заказали с интернета, и она к нашему удовольствию, можно сказать, оказалась не такой дорогой. Мне хотелось добиться теплого цвета, и я решила покрасить дверь маслом, чтобы осталась структура дерева, и чтобы она была очень приятная на ощупь. Ну, какова все-таки красота, а? Какова? Также для целостной картины мы добавили арку, тоже из того же материала, чтобы у нас получился красивый переход. Для сохранения единого стиля в нашей столовой следующим этапом переделки будет наш стол. Мы его тоже решили шлифануть и выкрасить тоже в теплые оттенки, чтобы наша красивая дверь чувствовала себя одинокой. Если ребенок желанный, долгожданный, хочется ему скупить все самое лучшее и дорогое. Недавно на детской площадке я подслушала разговор 2 отцов. На вид оба зрелые, импозантные мужчины. И знаете, о чем они говорили? У кого круче коляска? Ну, не будем смеяться, ведь выбрать коляску – дело непростое. Она должна быть и функциональной, и комфортной, причем не только для малыша, но и для родителя. Столько вопросов. Я думаю, что наша рубрика «Сказка для малышей» поможет разобраться. Коляска – это самое первое транспортное средство для малыша. Казалось бы, выбор очень прост. Сориентировались по удобному методу складывания, посмотрели рекламу блогера, а может быть посоветовали подруге. Но зачастую выбор не так уж прост, как может показаться на первый взгляд.
Ведь зачастую, что подходит одним родителям, совершенно не подходит для других. Главный фактор – ориентироваться на свои личные предпочтения. Особенно коляска должна быть удобна мамочке. Ведь зачастую гулять с малышом приходится именно ей и быть личным водителем для своего ребенка. Давайте вместе с вами разберемся, что же будет влиять на выбор коляски. Во-первых, это, конечно, сезон и возраст малыша. Во-вторых, нужно учитывать зону прогулки, потому что если вы планируете катать малыша с самого рождения, нужно должное внимание уделить амортизации и, конечно же, колесам. В-третьих, при выборе коляски стоит обратить внимание на место жительства и наличие лифта. Коляска должна легкостью в него вмещаться. Также, конечно же, обращаем на вес коляски. Вам нужно отчетливо представить тот момент, как вы будете вместе с малышом и с коляской выходить из дома без посторонней помощи. И в-четвертых, это наличие авто. Ведь в сложенном виде коляска должна обязательно помещаться в багажник или в салон автомобиля. И последний, самый решающий фактор – сколько вы готовы потратить на первый транспорт для малыша. Ведь любая коляска имеет свои плюсы и минусы. Давайте теперь мы разберем, какие же виды колясок существуют, чтобы вы могли лучше сориентироваться в том, какая модель вам будет наиболее подходящей. Оба варианта прекрасно подходят для частного сектора, но и в многоквартирных домах тоже можно приобрести такую коляску. Но здесь главное учитывать, чтобы выход из дома был максимально без трудностей. Также вес колясок таких составляет в среднем от 12 до 15 килограмм. Второй тип колясок – это прогулочные модели. Отличаются они малым весом, в среднем от 5 до 9 килограмм. В условиях городской среды такая коляска гораздо легче, мама максимально мобильна, а складываются они в считанные секунды. И третий вид колясок – так называемые вездеходы. Они имеют большие проходимые колеса, отличную амортизацию и подходят для малышей с самого рождения. Кроме того, малыш, находясь в коляске, полностью защищен от любой непогоды. Такая коляска будет всесезонная. В заключение еще раз отметим, взвесьте ваши потребности и определите тип коляски, который вам подходит. Не выбирайте коляску только по внешнему виду. Учитывайте время года, на которое придутся первые 6 месяцев малыша. Определите, насколько долго вы будете гулять в это время. Ну и самое главное, изучите отзывы. Думаем, наши советы вам пригодятся, и вы обязательно найдете свою идеальную коляску. Ирина Христофоровна Винокурова – мать 8 детей. С мужем они шутят, что родили детей 2 партиями. Первую партию до 26 лет, а вторую партию до 42. Мать-героиня живет в Аймяконском Улусе, и нам удалось пригласить ее в студию. Ирина Христофоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, сегодня Ирина Христофоровна у нас в гостях вместе со своей дочерью Саманой. У меня 8 детей. Да, конечно. Ага, 5 взрослые уже. И как бы все время я в шутку говорю, это у меня вторая партия. Из второй партии самый старший. Но я знаю, что у вас уже целых 12 внуков. Да, у меня уже 12. А старший внук младше Саманы? Он старше на год. Да вы что? Да, старше на год. Самана, а как вы с ним общаетесь? Ты его братом называешь или Нет, своим? Он для меня племянник, он называет меня тетей. Ну, мы с ним дружим. А ты к нему относишься как к старшему? Все-таки на год, да? Да. Удивительная ситуация. Как так получилось? Целых 8 детей и еще после 40. Ну, это зависит, например, то, что у меня муж очень хороший, любит детей. Так получилось, что вот родила сразу 5 детей, как бы по погодке. Мне было 21 год. Думали, все ждали мальчика. Родила 3-го ребенка, у меня мальчик родился. Ладно, ну еще надо мальчика, наверное, ну куда деть? И дальше, у меня получились 2 девочки. Ничего страшного, мы об этом ничего не жалеем. Очень молодцы, всегда помогают везде, и
такой в тяжелой работе, и по сенокосу, и все. Получается, у вас такой большой перерыв был. Я, например, сама родила в 39 лет. Ну, считай, оттуда убрать 13 лет. 26 лет. То есть у вас перерыв целых 13 лет был? 13 лет перерыв был. Когда я узнала, что я стала беременна, ну а что поделать-то? Я говорю мужу, все так получилось, ну ничего страшного, вдруг это мальчик будет. Все ждала от меня мальчика. Беременность проходила очень хорошо, но для меня как бы сразу после таких лет уже старшие дети за мной, это мама, береги себя, мама, будь осторожна. А до этого, когда я замуж вышла, ну, родила, и, например, мы после, как родила, у меня же дочке 2 месяца было, и мы поехали в тайгу на лошадях. Он же у меня потомственный коневод. И получилось, что мы там жили 10 лет. Я рожать приезжала на лошадях, беременная приезжала. Так и едем, он такой, уже вот в сентябре должна рожать же. Едем перед родами уже. Километров по бездорожью около 40 километров. Мне же больно, таки рысью едем, он так поворачивается, я такая выпрямляюсь. Ты все нормально у тебя? А у меня все хорошо, улыбочка. И дальше едем. Вот так мы... Боже мой, эти схватки вы терпели? Нет, не схватки, это тряска же такая. Ну вы действительно мать-героиня. Вот. И ничего, вот приезжала, рожала, нормально все. Вот. А чем отличаются роды в 21 и в 42? Ну, в 21, конечно, тоже не знаешь, как, что, к чему подходить, да? Как этот процесс все происходит, да? А потом уже через сколько, 13 лет уже сколько времени прошло-то, да, и уже знаешь вот этот процесс, как рожать, что, какие Но вы симптомы, чувствовали да? себя будто... Ну, более-менее уже я же подготовленный, как первородка, а уже подготовленная, знала, что это такое, например. Вы всех детей родили самостоятельно? Я всех детей родила самостоятельно. Возраст, по идее, не помеха? Не помеха. Все дети здоровые после 40? После 40 все дети здоровые. Понимание, доверие и любовь самое главное. И здоровье. И здоровье. Богатырское, как у вас. У меня роды никогда не влияли на мое здоровье. Я всегда говорю мужу, это хорошо, что мы родили 3 детей, хоть есть какой-то стимул, чтобы для кого-то дальше жить, для кого-то дальше работать и что-то делать дальше. Ну, чтобы детей на ноги поставить, воспитать, вырасти, чтобы они выучились, чтобы на ноги встали. А где старшие живут? А старшие живут отдельно. Вот. У меня рядом живет средняя дочка и младшая дочка. Дома не скучно, можно с кем пообщаться, с кем поиграть. Все мы работаем, дружно все вместе, ходим в школу и все гуляем. Ну, вполне нормально. Здорово. Я хотела пожелать, что самое главное, чтобы молодые не боялись. Это, конечно, сейчас в такое время, в наше время здесь есть все возможности, чтобы рожать, все условия. Но главное, чтобы желание было и материнское, и родительское. Чувство должно быть самое главное. Дети – это наше будущее. Да, дети – это наше продолжение. Продолжение нашего рода, нашего, как сказать, будущего. Здорово. Спасибо большое. Многие родители со мной согласятся, что идеального времени для появления ребенка в семье попросту не существует. Мамы и папы, и будущие родители в том числе. Как бы ни сложились обстоятельства, я в вас верю в нас. Мы справимся. С вами была Вика Андреева. Пока-пока. Уникальный дизайн, высокое качество, комфорт и выбор. Уже более 10 миллионов мам по стране. Присоединяйтесь к Happy Baby. Ждем вас в торговом центре Ураса Молл, 3-й этаж.